конце июня прошла встреча главы МИД республики с министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики Асадом Хасан аль-Шайбини. Итоги переговоров в Сирии оценит министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц. Добрый день. Да, действительно состоялся визит в Сирийскую Арабскую Республику по приглашению сирийской стороны, и состоялась плодотворная, очень заинтересованная встреча с министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики Асадом аль-Шайбани. Встреча продолжалась более часа и носила ярко выраженный конструктивный характер. Мы обменялись мнениями по всему спектру наших взаимоотношений Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики. В ходе встречи министр иностранных дел подтвердил приверженность новых властей Сирии сотрудничеству с Республикой Абхазия. Мы коснулись множество вопросов, которые находятся в общей нашей совместной повестке. Обсудили вопрос экономического взаимодействия. Как известно, некоторое время назад, еще при прежней власти, состоялось заседание экономического комитета двустороннего, и были намечены ряд мероприятий, которые на сегодняшний день не реализованы. Министр иностранных дел Сирии подтвердил свое желание возобновить это сотрудничество в полном формате, в полном объеме, с чем, естественно, мы согласились и подтвердили свои намерения вернуться к обсуждению важнейших вопросов. Прежде всего, это вопросы экономического взаимодействия между нашими странами. Сирийская сторона заинтересована в открытии логистических коридоров, транспортных коридоров, во взаимодействии с Республикой Абхазия, транзитах своих грузов, своей продукции на зарубежные рынки, в том числе с помощью наших портовых и транспортных возможностей. Я считаю, что это очень важное направление нашего взаимодействия. Абхазия в связи с этим способна приобрести иной, более высокий удельный вес в этом трансрегиональном взаимодействии. Мы рассказали руководителям сирийской стороны о наших открывающихся возможностях, в том числе и в связи с открытием международного аэропорта в Сухуме. Эта информация была с интересом воспринята, и думаю, что в ближайшее время мы начнем взаимодействовать с сирийской стороной по широкому спектру. Мы подтвердили, что Абхазия примет участие в самой крупной в регионе среди нескольких стран Ближнего Востока, Дамасской международной ярмаркой, которая в 62-й раз пройдет в Дамаске в конце августа. Господин аль-Шайбани поставил вопрос конкретно, будет ли Абхазия участвовать. Я ему ответил, что да, принято такое решение. Его, кстати, одобрил президент нашей страны о том, что мы будем участвовать в этом крупном межрегиональном формате. Я думаю, что это тоже важный факт, который будет таким подспорьем в нашем взаимодействии. Конечно, мы коснулись и вопросов нашей диаспоры многочисленной, которая проживает в Сирийской Арабской Республике. Это тоже важный фактор для сирийской стороны. Кстати, хочу заметить отдельно, что на следующий день мы практически все рабочее время посвятили общению с нашими соотечественниками, представителями абхазской, адыгской диаспоры. В нескольких локациях мы провели 4 встречи при большом стечении людей. Очень большой интерес был к визиту абхазской делегации. Мне пришлось отвечать на множество вопросов, в том числе и о возможностях обучения молодых людей. Мы проинформировали наших соотечественников и организаций, которые представляют их в Сирии, о том, что это один из векторов нашего сотрудничества. Мы постоянно резервируем места для наших студентов, для абитуриентов из Сирии. Их количество так понемножку увеличивается. Множество молодых людей из Сирийской Арабской Республики обучаются в Абхазском государственном университете. Руководство университета постоянно и планомерно создает определенное количество учебных мест для того, чтобы молодые люди из Сирии получали образование в Абхазии. Я хочу, в принципе, сказать о важности этого визита и о важности принципиальной позиции сирийской стороны.
за что мы отдельно поблагодарили министра иностранных дел господина Аль-Шайбани и, разумеется, передали через него приветственный адрес и приглашение посетить Абхазию от президента Абхазии Бадра Зурабовича Гумба, которое было с благодарностью принято. Надеюсь, что в ближайшее время мы проговорим те форматы, те мероприятия по взаимодействию с сирийской стороной, которые будут включать в себя в том числе и наши торговые отношения. Есть группа товаров, в которых заинтересована сирийская сторона, и также у нее есть пожелание, чтобы ряд наименований продукции, которые она успешно производит, попадал с помощью абхазского транзита на дружественные рынки. Мы обозначили, что самый близкий, знакомый нам и дружелюбный рынок – это Российская Федерация. В свою очередь, министр иностранных дел Сирии подтвердил, что заинтересован и правительство, и Министерство иностранных дел Сирии заинтересованы в добрых, конструктивных отношениях и с Абхазией, и с Российской Федерацией. Для меня это было достаточно важным месседжем, важным посланием, которое характеризует намерение, направление возможных действий, возможной работы со стороны Сирийской Арабской Республики. Олег Мсасович, как вы предполагаете, скажем так, как будут развиваться дальше дипломатические связи между Сирией и Абхазией? На самом деле они не прерывались. Даже после того, как Сирия претерпела значительную политическую трансформацию в декабре прошлого года, мы сохранили наше посольство в Сирийской Арабской Республике, а теперь эффективная работа посольства продолжается. Мы находимся в состоянии документооборота с Сирией. Мы получили уже ряд писем, нот, которые постоянно циркулируют между нашими ведомствами, между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и МИДом Сирийской Республики. Поэтому это взаимодействие продолжается и идет. Мы намерены его всячески сохранять и, разумеется, развивать. Вы сказали, что Сирия пригласила на встречу, скажем так, дипломатическую Абхазию, то есть вектор шел оттуда. Вот как этот факт вообще воспринялся и как так произошло? Это говорит о том, что есть намерение сирийской стороны продолжить сотрудничество с Республикой Абхазия, несмотря на попытки повлиять на их позицию, которые нам хорошо известны и наблюдались, так скажем, со стороны многих деятелей, которые пытались прервать этот процесс взаимодействия. Однако сирийская сторона проявила завидную принципиальность и устойчивость, и в том числе в ходе нашей встречи с министром иностранных дел четко зафиксировала свою позицию о намерении дальше сотрудничать с нами. Для меня это является самым ценным. И, конечно, я хочу поблагодарить наших российских коллег, которые оказывали нам поддержку на протяжении всего этого периода. И усилия наших дипломатов. Со мной в поездке находился заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба. Я хочу поблагодарить сотрудников нашего посольства в Дамаске, которые проделали серьезную работу для того, чтобы мы полноценно сотрудничали, продолжали развивать наше сотрудничество с таким важным для нас партнером, как Сирийская Арабская Республика. Ситуация в регионе и стране в целом продолжает оставаться сложной. И мы видели это по событиям последних дней. Есть силы, которые пытаются действовать деструктивно в стране. Есть и внешние попытки воздействия. Поэтому на сегодняшний день подобная фиксация позиции российской стороны, она, конечно, вызывает большое уважение. При этом я думаю, что попытки помешать процессу нашего сотрудничества, они продолжатся, они никуда не уйдут. Как я уже сказал, обстановка в регионе сложная, постоянно появляются
новые акторы, которые ставят своей задачей помешать такому сотрудничеству, такому взаимодействию. Однако мы будем упорно работать в этом направлении. Надеюсь, что нам удастся выдерживать этот высокий уровень наших взаимоотношений. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц оценил итоги визита в Сирийскую Арабскую Республику и переговоров со своим российским коллегой